Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева и в начале о главных темах. Богоугодное дело. В Байсангуровском районе столицы открыли мечеть на 1500 человек. Торжественную церемонию смотрите в нашем выпуске. За высокие показатели в боевой подготовке. Чеченцы всегда были с времен царских времен, гражданской войны, мировой войны, Второй, Отечественной, всегда были в числе первых бойцов. В Российском университете спецназа прошла церемония награждения Всероссийской организации «Трудовая доблесть России». Дорогами памяти. Это делается для того, чтобы сохранить, передать историческую память молодому поколению, чтобы люди об этом знали. Стартовал 10-й юбилейный межгосударственный автопробег «Грозный-Брест», посвященный первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову и Дню Победы. В Грозном состоялось торжественное открытие новой мечети, рассчитанной на 1500 верующих. В мероприятии принимал участие муфтий Республики Саала Хаджи Межиев с другими религиозными деятелями. Это событие стало еще одним важным шагом в развитии религиозной инфраструктуры региона. Репортаж Медины Мударовой. Священная пятница. Верующие собираются у новой мечети, чтобы совершить в ней первый рузба-намаз. Святыня расположилась в Байсангуровском районе Грозного по улице Заболотного. Открыли религиозный объект со священного Корана. Суру прочитал имам мечети Аль-Асхар из Египта шейх Махмуд Абудаев ан-Нажар. В торжественной церемонии открытия участвуют религиозные деятели во главе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым. Он обратился к верующим с приветственным словом. Сол халғы ишт мәждік дирі ол шара әлі шолша хал юқш момсав шуой хадил шмәждік шдуой дел ни'мат дуйза ваду ос ни'матан хасна бар худу ан әлчи и мәждік ибадат сан хаздар жамаат сан хаздар дел хахвар сан хаздар он әлчи дел се юқш мәтті göz Мечеть названа именем председателя Совета таипов Чеченской Республики Магомеда Салаха Мамадаева. В своей приветственной речи мужчина вспомнил первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он был глубоко верующим человеком, всеми силами боролся за свою религию. Благодаря его богобоязненности и упорству в республике возродился традиционный ислам, говорит богослов. Ahmet Hacız öbgöre şiye diyoruz da hansav belli çıkayana şiye diyor din bahanlı oluş da diyor ki na şeriat tarikat din dolçur havalı terre o qomu mehkiye bal şenti yasna tanrı yer bu yuhlat çolgal صاحون غال هرجو ألدك دي أندات سوين يوخن دايا لير هل غاوي الشيء سر دي أدوى كده كنا دالا درجة على خوخيل وازوت دال قبل دايلسن. Совершив дуа, верующие вошли в новую двухэтажную мечеть. Она возведена за счет регионального общественного фонда. Площадь составляет 920 квадратных метров, высота двух минаретов 24 метра, а центрального купола вместе со шпилем 16. Святыня буквально за пару минут заполнилась людьми. В первую очередь Салах Хаджи Межиев прочитал собравшимся проповедь.
إنسا تبو ذو الحجة بوتبو ذو القعدة ذو الحجة محرم والحرام رجب بيقبط دالة حارم بن بيقبط تخبط بو لفظ بن يزاميوز ذو القعدة ذو الحجة محرم والحرام تكل قبط عنبو سارة قاستن بين رجب بوتبو بيقبط حارم بن بيقبط ألدا القرآن شابيلقل بن بوتبو. Далее верующие совершили коллективную молитву. Мечеть рассчитана на 1500 верующих. Ее открытие в густонаселенном районе Грозного позволит жителям своевременно приходить на молитву. Верующим не придется тратить много времени на дорогу, ведь новая святыня расположена прямо рядом с домами. Для местных жителей открытие просторной мечети стало настоящим праздником. Они выразили искренние слова благодарности. Мечеть очень удобная, эргономичная, очень яркая, красочная. На самом деле мне искренне нравится, и я достаточно впечатлен и воодушевлен тем, что у нас есть такая возможность в таких замечательных условиях делать намаз. Теперь все они смогут поклоняться Всевышнему в самых уютных условиях. Медина Мударова, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» провела торжественную церемонию, на которой были награждены представители силовых подразделений, инструкторы и сотрудники Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Награды были вручены за высокие показатели в боевой подготовке, достижения на службе, а также активное участие в судьбе Родины. Рамзан Абуев продолжит. Торжественная церемония награждения Всероссийской организации «Трудовая доблесть России» в Российском университете спецназа собрала сотрудников учебного центра и представителей чеченских силовых ведомств. Это те, кто ежедневно проявляет мужество и героизм при выполнении служебного долга. Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть России» наградили командиров силовых подразделений региона Сайдила Арсанкаева, Замида Чалаева, Хасмагомеда Магомаева и Алихана Шавхалова. Выбор этой площадки для мероприятий не случайен. Российский университет спецназа вносит колоссальный вклад в подготовку высококвалифицированных бойцов и добровольцев. Именно здесь, под руководством опытных инструкторов, тысячи людей прошли интенсивное обучение, освоили необходимые навыки, получили знания, которые помогают им успешно выполнять боевые задачи. Всего отмечены 41 человек. Им вручили знаки отличия «Трудовая доблесть», «Трудовое отличие за содействие СВО», а также почетные грамоты «Трудовая доблесть России». Награды присуждают в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также за героизм, проявленный в ходе СВО, высокие показатели в боевой подготовке, служебной и трудовой деятельности. Когда началась специальная военная операция, здесь прошло награждение. И здесь было уже утверждено отделение на территории РУСа Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». И поэтому мы постоянно здесь проводим мероприятия. Среди награжденных инструктор Дукваха Шавхалов неоднократно принимал участие в СВО, выполняя задачи на стратегически важных направлениях. Недавно после боевого ранения с больницы вернулся в отпуск, реабилитационный отпуск домой. И вот приятно, что позвонили, пригласили на территорию Российского университета спецназа, где сегодня проходилось награждение. За многолетнее сотрудничество с учебным центром в деле межнационального и межконфессионального воспитания в честь 80-летия Победы Российский университет спецназа также вручил награды. Тесное взаимодействие Всероссийской организации «Трудовая доблесть России» и университета спецназа стало традицией. Это 7-я церемония чествования наших бойцов. Среди гостей генерал-майор Юрий Чубенко. Во всех сводках, на всех
острых направлениях всегда присутствуют представители воинства Ахмат. Чеченцы царских времен всегда были в числе первых бойцов. Смелых, отважных и отчаянных воинов. Завершилось мероприятие передачи фондом святого Ванифатия иконы князя Владимира для церкви, строящейся на территории учебного комплекса. Рамзан Абуев, Ислам Насуров, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская республика. С чувством долга и готовности к подвигу очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону СВО. Все они прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. По традиции поддержать военнослужащих пришли представители власти. Бойцов провожала и наш корреспондент Лимда Жамалдинова. И снова здесь собралось большое количество добровольцев. Это смелые люди объединены одним желанием – защищать интересы своей родины. Истинные патриоты из разных уголков страны, выразившие готовность защищать интересы России и поддержать своих боевых товарищей на передовой, прошли необходимую подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина и теперь отправляются для выполнения задач в рамках специальной военной операции. Война маршухалит. وأنا نوعظم تغليت سجر با سياسة باليت وكأنت تجا بول بيش بو بير بوش بو По традиции проводить бойцов, отправляющихся на передовую, прибыли председатель правительства Чеченской Республики, руководитель оперативного штаба специальной военной операции Магомед Даудов, министр внутренних дел Аслан Ирасханов и другие руководители силовых ведомств региона. Премьер-министр отметил высокую мотивацию и моральный дух добровольцев. Иншаллах, победа близка, она, конечно, будет за нами. Почему? Потому что за нами правда. Мы защищаем свой народ, свою землю, свои ценности, духовные, человеческие, которые нас заложили наши отцы, деды, прадеды. Бойцу с позывным «Артист» всего 19 лет. Является самым молодым среди всех добровольцев. На СВО отправляется первый раз. Защищать интересы своей родины и отстаивать Россию. Перед отправкой добровольцы еще раз выразили уверенность в своей решимости достойно выполнять поставленные задачи, поддерживать боевое братство. Чтобы было чистое небо над головой, чтобы дети не знали войны, не знали голода, чтобы росли под солнцем. Руководство Чеченской Республики со своей стороны продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции, обеспечивая их всем необходимым, от экипировки до социальных гарантий для членов их семей. Отправка добровольцев из региона стала регулярной практикой, что свидетельствует о высоком уровне патриотизма и сплоченности населения в условиях современных геополитических вызовов. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном дан старт масштабному автопробегу «Грозный-Брест». Дань уважения подвигу советского народа в годы войны и памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, чье наследие неразрывно связано с миром и единством. Участники акции проедут тысячи километров, чтобы соединить символы мужества – Кавказ и легендарную Брестскую крепость. Слово Лимде Жамалдиновой. 9 мая, в День Победы, здесь открыли памятник воинам-интернационалистам. Мемориал посвящен землякам с честью, исполнившим свой долг за пределами Родины, проявившим мужество, стойкость и верность присяге. Перед выездом участники автопробега почтили память павших героев. В Гудермесе вместе со школьниками они возложили цветы к мемориалу. Это дан уважения подвиг наших предков, но в то же время признание заслуг и нынешних защитников, укрепление межнациональной связи. В этот год мы знаем, что это 80 лет победы над фашистской Германией. Это делается для того, чтобы сохранить, передать историческую память молодому поколению, чтобы люди об этом знали. Этот юбилейный 10-й по счету автопробег стал еще и межгосударственным. Маршрут расширился, и теперь участники помимо традиционных мест посетят легендарную Брестскую крепость. Мероприятие приурочено к памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и Дню Победы. Ветераны боевых действий в Афганистане, представители группы советских войск в Германии планируют преодолеть более 7 тысяч километров, посетив по пути памятные места, в том числе мемориалы и военные захоронения. Маршрут пройдет через несколько стран, а конечной точкой станет город Брест в Республике Беларусь.
Мы совершим этот автопробег через вновь присоединенные республики Донецка, Луганска, Мариуполя, посетим Симферополь и Севастополь. Дальше наш маршрут пролегает через Тамань, через Крымский мост. После торжественной части участники автопробега направились в Ахмат-Юрт, где посетили могилу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Собравшиеся прочитали молитву над могилой Героя России и почтили память великого человека, который принес в республику мир, стабильность и процветание. أما هل خلر حال دقيق يحكنا أراوي إيش أربعة نبغى قيام خلة وينيس خنبرنا داخلين دعونا نبغى ونحورها. Особое внимание в ходе маршрута будет уделено посещению места захоронения легендарного героя Советского Союза Ханпаши Радилова в Волгограде. Там к ним присоединится колонна с представителями Белоруссии. Завершится автопробег в городе Грозный, куда участники вернутся после посещения Бреста. Мероприятие проводится при поддержке Министерства транспорта и связи региона. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь нуждающимся. В республике прошла очередная благотворительная акция по раздаче продовольственных наборов. Благодарность в адрес главы региона и президента фонда Аймани Нисиевны звучала во всех районах субъекта. Слово Рамзану Абуеву. Продуктовые наборы доставляют к порогу дома нуждающимся семьям. Жители выражают благодарность региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за такую поддержку. Всего раздали 30 тысяч куриных тушек и 90 тысяч буханок хлеба. Несмотря на то, что масштабные благотворительные акции фонд проводит на регулярной основе, жители радуются, для них это значимая помощь. Списки адресатов готовятся заранее. Благотворительность от общественного фонда находит отклик в сердцах всех жителей. Рамзан Абуев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Делегация из Чеченской Республики продолжает участие в 16-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир». В Казани регион впервые выступает организатором собственной панельной сессии, посвященной развитию глобальной халяль-индустрии. Здесь обсуждаются перспективы исламского банкинга, агропромышленного комплекса, туризма и моды. Присутствие делегации из Саудовской Аравии, Турции и Казахстана открывает новые горизонты для сотрудничества. Форум становится важным этапом интеграции Чеченской Республики в мировую исламскую экономику. Чеченская Республика во главе Рамзаном Ахматовичем Кадыровым усиленно, целенаправленно развивает исламские финансовые инструменты. В этом ключе нашей республики возникает необходимость сотрудничества с теми странами, организациями, которые это уже осуществляют и имеют большой опыт и практику своей деятельности. Первый меморандум, который мы подписали, это среднеазиатские организации, которые занимаются стандартизацией требований среднеазиатских стран. А вторая – это страны Персидского залива. То есть Чеченская Республика в дальнейшем это перейдет в каждой области на отдельные договора, соглашения в части стандартизации, сертификации сельского хозяйства, финансовых продуктов.
На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.